Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Всемирный центр мамонта должен появиться в Якутии до 2035 года. В настоящее время Якутск является одним из мировых центров палеонтологических исследований. На севере региона сосредоточены места, изобилующие сохраненными останками мамонтовой фауны и не только. Как продвигается проект по созданию центра мамонта и для чего он нужен, расскажет гость студии Альберт Протопопов, руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха-Якутия, доктор биологических наук. Альберт Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу начать наш разговор с такого небольшого развенчивания мифов. Правда ли, что центр мамонта ставит перед собой цель воскресить мамонта? Вот воскрешение или вернее возрождение мамонта трудно назвать целью или задачей. Это скорее мечта, наверное. Потому что любая наука, даже самая серьезная, очень часто она начинается с мечты. Скажем, люди мечтали о космосе, хотя ракеты были придуманы тысячи лет назад, уже несколько сотен лет до первого полета в космос они применялись в военной практике ракеты. Но в 1957 году первый спутник вышел в космос. И мечта превратилась уже в цель, задачи, и сейчас это уже обыденность. И то же самое, наверное, ждет, на мой взгляд, эту мечту о возрождении мамонта. Потому что мамонт – это какой-то обобщенный символ палеонтологии. Не динозавры, хотя они очень такие харизматичные, не пещерные львы, не трилобиты, а именно мамонт. Это он является символом всех палеонтологов, и очень многие музеи, университеты имеют именно скелет мамонта в своих экспозициях. И когда в конце 90-х проявилась такая цель, задача, мечта возрождения мамонта, эти работы начались уже. Их начали японцы, подключились корейцы, сейчас очень активно работают американцы, и я хочу сказать, что все они работали и работают на якутском материале, потому что у нас действительно лучше всего сохраненные остатки мамонтов и других животных, мамонтовой фауны. Альберт Васильевич, я понимаю, что любая наука не знает сослагательного наклонения, но никто нам не запрещает строить теории и предположения. Давайте представим, мы воскрешаем мамонта, реально ли, что он в наших современных условиях выживет? Потому что, со времени их обитания уже сильно поменялись и географические, и климатические условия. Реально ли существование мамонтов буквально рядом с нами? Я хочу сказать, что последние мамонты исчезли с лица Земли совсем недавно. Это случилось около 4000 лет назад. Уже в Египте строили пирамиды, были фараоны, а на острове Врангеля, это на Чукотке, недалеко от Якутии, все еще бродили мамонты. Да, они были карликовые, маленького роста, но это были мамонты. Это были носители именно уникальных мамонтовых генов, эти мамонты. И нельзя сказать, что условия так уж сильно изменились. За те 800 тысяч лет, когда обитал в наших широтах шерстистый мамонт. Условия очень сильно изменились 10 тысяч лет назад, когда появился еще один фактор. Это человек. Есть научная гипотеза, которая доказывается рядом фактов, в том числе и археологических, что древние люди активно охотились на мамонта. То есть вполне возможен сценарий, что именно человек оказался добивающим фактором, когда очень сильно изменился климат, началось потепление, и популяция сократилась, и тут люди его, скажем, добили. Это всего лишь гипотеза, это версия, но она достаточно обоснована, потому что, как показывают наши исследования,
палеоэкологические, современная вот растительность, вот особенно в Якутии, она абсолютно вот совпадает с той вот растительностью, которая была распространена в позднем плейстоцене и служила вот основными пастбищами для шестиства мамонта. Ну вот я, когда задавал этот вопрос, я практически это имел в виду. Не будет ли у нас так называемого конфликта интересов человека и мамонта? И вообще, ну вот как показывает, допустим, те же все фильмы, тот же парк юрского периода, ни одно воскрешение древних животных ни к чему хорошему не приводит. Ну, скажем вот так, человек уже не будет вот уничтожать мамонта, потому что уже вот, скажем, ну вот есть очень вот известные животные стеллерова корова. Его уничтожили еще в XVIII веке на вот, Тихом океане. И сейчас уже вот начались вот работы по его возрождению. То есть, по большому счету, уже человечество развилось до такого состояния, чтобы не охотиться вот на тех животных, которых стоит возрождать. То есть вопрос, ну, наверное, не стоит, что вот возродить всех животных. Вот вымерших, но, наверное, часть животных было бы неплохо возродить. Это послужило бы очень большим толчком для развития биотехнологий. Ну, самое главное, чтобы теперь возрожденные мамонты не начали охотиться на нас. Альберт Васильевич, я предлагаю немножко поговорить о работе центра. Вот как, на ваш взгляд, ваша работа скажется на развитии мировой палеонтологии? Ну, я хочу вначале подчеркнуть, что Академия наук вот республики недавно вот отмечала свой юбилей. 30 лет с момента создания. И мы очень рады, что глава республики подписал стратегию развития вот Академии до 2028 года, где одним из важнейших вот направлений это именно мамонтовые исследования. И вот с учетом того, что строительство, создание Всемирного центра мамонта входит в арктическую стратегию вот Российской Федерации, перед нами стоит, ну, наверное, очень актуальная задача. Это подготовка научных кадров. Потому что хорошо, в 2028 году мы начнем вот строить этот Всемирный центр мамонта, но его необходимо наполнить. И в первую очередь его необходимо наполнить людьми. И эту работу мы уже вот начинаем. У нас уже вот работа идет с Северо-Восточным федеральным вот университетом по подготовке кадров. Но все немножко вот упирается, что необходимы ставки для молодых ученых. То есть мы подготовим студентов, вот магистрантов, возможно, вот аспирантов, но уже для них нужны рабочие места. То есть этот вопрос очень актуальный, он злободневен сейчас. А так как вот направления исследований, они все являются высокотехнологичными, то есть уже нужно закупать соответствующее вот оборудование для подготовки работы таких кадров. Но я уверен, что помимо кадров нужны новые научные открытия. Я понимаю, что сейчас мы все открытия, допустим, или достижения за минувший год озвучить не успеем. Вот на ваш взгляд, самое крупное научное открытие в сфере вот палеонтологии, мамонтовой фауны за уходящий 23-й? Ну, я хочу вот остановиться, наверное, на двух открытиях. Первое открытие, оно напрямую связано с той вот мечтой возрождения мамонтов. У нас вот работает уже очень давно вот такая научная группа из вот разных стран, из вот разных вот регионов России. И в этом году у нас вышла научная статья в очень авторитетном научном журнале, где количество уже известных мамонтовых генов доведено до 32. То есть еще недавно их вот было всего 22. Сейчас уже 32. Мы так вот потихоньку и вот расшифруем вот полностью геном вот мамонта. Да? И второе очень большое вот открытие для нас – это в Чурапчинском районе Якутии обнаружена палеолитическая стоянка. Как раз-таки охотников на мамонтов. То есть вначале вот были найдены еще в прошлом году, еще в позапрошлом году вот кости мамонтов, именно со следами воздействия древних охотников. А в этом году уже с приездом
археолога из Новосибирска вот начались именно разведочные работы по археологии, такие вот раскопочные работы, рекогносцировочные, и уже вот найдены артефакты. То есть вот артефакты соответствуют вот этой дюктяйской культуре, ну, которая до 30 тысяч лет назад вот существовала. И они сходятся с радиоуглеродной датировкой всех этих костей, которые вот были найдены на этом вот месте. Это около 30-40 тысяч лет. Именно где вот имеются следы людей, древних вот охотников. Я думаю, и это для центральной Якутии первая, наверное, стоянка палеолита, потому что имеющаяся стоянка в Делингуяке, открытая нашим выдающимся археологом вот Мачаном, она более древняя, где-то там 300 тысяч лет, а это уже около 30, возможно, и 40 тысяч лет. Это очень интересно. Ну, я уверен, что это послужит отличной базой для дальнейших исследований и открытий. Альберт Васильевич, в заключение, какие планы научные на 2024 год? Ну, в 2024 году, в наступающем году, хочу еще всех поздравить с наступающим Новым годом. Мы хотим продолжить наши традиционные исследования. В первую очередь это вот будут раскопки в Чурчимском районе. Мы там продолжаем работать. Большое спасибо всем тем, кто нам помогали в этих вот исследованиях. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Потом будут продолжены работы в тех в северных районах республики, в первую очередь в Абыйском, Верхоянском, Устьянском, где у нас много друзей, партнеров, которые нам помогают искать новые находки мамонтов. Ну и, конечно же, развивать вот этот самый мамонтовый научно-исследовательский центр, который... Развитие научного центра изучения мамонтов – это, конечно, самая главная цель на ближайшие годы. Альберт Васильевич, я уверен, что все ваши научные изыскания обязательно логично завершатся. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. С наступающим вас Новым годом. Спасибо вас также с наступающим. Благодарю за приглашение. Ну, я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.